27 августа в нашей стране отмечается День кино. В этот день поздравления принимают все работники кинематографа: актеры, режиссеры, промоутеры, осветители, гримеры. Целая армия профессионалов, которая создает удивительный мир. И, конечно, это праздник всех любителей кино. История российского кинематографа начинается с 1908 года, а к нам в Северную Осетию этот вид искусства попал значительно позже, вскоре после Великой Отечественной войны. Сегодня мы вспомним культовые фильмы, поговорим с известными режиссерами и узнаем, что же сейчас происходит с осетинским кинематографом. А пока перенесемся на полвека назад, когда студия «Кинохроники» только зарождалась. Это увлекательное путешествие мы начнем с беседы с режиссером-постановщиком, в арсенале которого 12 художественных и свыше 70 документальных лент, Рафаэлем Ситраковичем Гаспарянцем. Владикавказ все-таки неспроста назвали столицей кинематографической Северного Кавказа. Да, вспомнил на то основание, потому что на Северном Кавказе фильмопроизводство вот Северокавказской студии «Кинохроники» в 1945 году. Она была основана на базе технической ростовской студии «Кинохроники», которая во время войны была здесь. Бои же здесь, да? Да. Вот. И когда актуальность прошла присутствие, потому что «Кинохроника» была таким одним из оружий в войне, так сказать, снимали фильмы о подвигах там, ну, и так далее, и так далее. И когда немцев погнали, из Осетии в частности, руководство республики тогдашнего, вот мудрость, обратилось в Москву с просьбой организовать Северокавказскую студию «Кинохроники», потому что как бы Ростов был северокавказским, но это очень большой регион. А вот именно национальные республики, как раньше говорили, вот, и поддержали эту идею, и официальной датой создания «Хроники» 1945 год. То есть утвердили. Они уже здесь, как бы, некоторые остались работать здесь. Именно в сложные послевоенные годы началось становление студии «Кинохроники». Она расположилась в небольшом помещении, находящемся в здании бывшего музея. Часть оборудования осталась от ростовской студии «Кинохроники», но тем не менее не хватало ни кинокамер, ни монтажных столов, ни даже световых приборов. Не было и квалифицированных сотрудников. Первые фильмы создавались совсем неопытными специалистами. Операторов и режиссеров приходилось приглашать из других регионов страны. Об атмосфере, царящей в эпицентре кинопроизводства Северного Кавказа, нам поведал заслуженный деятель искусств Российской Федерации, председатель Союза кинематографистов Северного Кавказа Вячеслав Гулуев. Там такая атмосфера царила, что были операторы, которые самоучки у нас. Были такие Хальбек Гераевич Кароев, там Джубаев и так далее, приезжие из Москвы. У нас были из Сибири очень известные. У нас был единственный фронтовой оператор, который вот с такой кинокамерой прошел всю войну, Мансур Яхович Барбутлы. Вот он. И представьте себе, такие асы там были: Чубаров, там, Барбутлы, Еремеев. И здесь были корреспондентские пункты. В Дагестане, в Чечне, в Кабардино-Балкарии, Ставрополе, здесь у нас. Ну, атмосфера была, конечно... Ну, представьте себе по тем временам кинематограф, как это звучало, знаете. Сегодня благодаря этим записям мы можем не только окунуться в атмосферу советской эпохи, но и увидеть, как и чем жили народы Северного Кавказа. Обо всем этом рассказывали и показывали киножурналы, снимавшиеся в регионах. Ежегодно их создавалось 48. Параллельно со студией «Кинохроники» была создана Северокавказская студия телевизионных фильмов. Во многом это произошло благодаря стараниям и усилиям руководителя Северо-Осетинской студии телевидения Аксарбека Агузарова. Это произошло в 1967 году. Интересный факт, что первый фильм был снят за год до ее открытия. Именно с него, с фильма «Осетинская легенда» режиссера Азанбека Джанаева, началась история осетинского кинематографа. Несмотря на то, что в кинокартине не играли профессиональные актеры, это был первый фильм, который успешно дебютировал в прокате в СССР и за его пределами
пределами в 1966 году. Одинокий бедняк, озираясь, бежит. Сердце глупым птенцом под бешметом дрожит. Но лихая беда в отчий дом забрела, и в груди просыпается сердце орла. К созданию этого фильма был причастен легендарный оператор Мирон Тимиряев. Успех пришел к нему уже во время учебы в ВГИКе. Его выпускной работой стала знаменитая картина «Человек-амфибия». Но несмотря на большой потенциал реализоваться в профессии на главных киностудиях страны, он все же возвращается на родину. Тут мастер снял сотни сюжетов, несколько документальных и художественных картин. Студия телевизионных фильмов была для него родным домом, как, впрочем, и для многих, кто творил в ее стенах. В середине 60-х годов студия телевизионных фильмов. Вот, принцип тот же самый, региональный. То есть базовая студия, где есть техника, оборудование. Все, потому что в каждой республике невозможно было это сделать. Это очень затратное дело. Она вначале была на улице Маркуса, вот, в одноэтажном здании. Потом уже построили новое здание кинокомплекса, сейчас ГТРК «Ланя». Там павильон большой был построен, кстати, самый большой на Северном Кавказе. До сих пор таким остается, там 700 квадратных метров. Отсюда и кадры, которые работали и на хронике. Я делал какие-то, приглашали, и там снимал и картины, и журналы делал. С хроники, значит, у нас тоже работали операторы, там режиссеры. Все это как бы мы взаимопроникновение было. С появлением северо-осетинской студии телевизионных фильмов и родилась национальная кинематография. Многие фильмы особо полюбили зрителям, а герои кинолент были близки им по духу. Кинокартины, ставшие классикой осетинского кинематографа: «Фарн», семейная драма, «Ах, любовь», «Волшебная папаха», «Долг и честь» и «Сюрприз». Крылатые фразы из этих фильмов особо полюбили зрителю и стали поистине народными. Бабе влюбился? Ха-ха-ха! Мальчики рождаются только у настоящих мужчин. Я возьму и уеду. Насовсем. Далеко-далеко. За моздок. Сейчас бабахнет! А песня из фильма «Во всем виновата Залина» в исполнении Кима Суанова стала неотъемлемой частью осетинской культуры. А эта песня, появившаяся в фильме «Семейная драма», до сих пор не теряет своей актуальности. Она и сейчас в репертуаре наших эстрадных исполнителей. Роль счастливого отца 7 дочек в этой киноленте сыграл народный артист Северной Осетии Ахсарбек Бекмурзов, который щедро поделился с нами воспоминаниями о былых временах. Снялся во многих фильмах, так, посчитать, то где-то 10-15 фильмов. Не только республиканского значения, но и на Мосфильме я был. Но в основном мои фильмы, это вы все знаете уже, это семейная драма и сюрприз. Сюрприз для меня оказался действительно сюрпризом. Почему? Потому что в сценарии меня вообще не было. Только в самом начале, где Сланова приглашают, а у нас были кинопробы, играли в нарды со Слановым. И когда кинопробы прошли, значит, режиссеру, наверное, я понравился и сказал, давай и его заберем. Я даже оператору говорил, Алану Себетову, я говорю, один раз хоть направь на меня камеру. У меня было такое ощущение, что меня вообще не видно будет. Этот фильм превзошел семейную драму. Почему я так говорю? Семейную драму показывали 4 года подряд на Новый год. Как раз в то время вышел фильм «С легким паром» Ильдара Рязанова. И я этим гордился. Вот этот фильм показывает по Москве, а здесь в республике показывают семейную драму. Я этим был горд. Но в основном я хочу сказать о партнерах моих. Таких актеров больше не будет. Это Саламов,
Это Гогичев, это Сланов, это Бирагов, Макиев там эпизод играл. И даже во время съемок, как друг другу помогали, как радовались тому, что происходит на площадке. В развитии отечественного кинематографа 1990-е и начало 2000-х годов стали одними из самых сложных периодов. В результате развала СССР постепенно разрушался и северокавказский кинематограф. Сегодня студия «Кинохроники», где когда-то кипела бурная жизнь, это ветхое здание, старое вышедшее из строя оборудование, монтажные столы и заброшенный съемочный павильон. Вместе с тем сходило на нет и кинопроизводство на студии телевизионных фильмов. Одними из последних картин стали кинолента «Горец» Мурата Джусоева, снятая в 1992 году, и фильм «Легенда горы Дбау» Рафаэля Гаспарянца, снятый в 1994 году. На сегодняшний день открытым остается вопрос о возрождении студии «Кинохроники». На встрече с журналистами в мае 2019 года на медиафоруме ОНФ в Сочи Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию северокавказской студии «Кинохроники». Но несмотря на то, что история профессиональных студий закончилась еще в 90-х, кино в нашей республике все же есть. Начиная с 2000-х нам есть чем похвастаться. Благодаря работе частных студий в Осетии были сняты фильмы «Ласточки прилетели» Аслана Галазова, «11 писем к Богу» Акима Салбиева, «Гость» Георгия Татонова, «Тели и Толи» Владимира Гутного, «Рудник» Мурата Джусоева, «Внук героя» Сослана Макиева. И даже были попытки создания сериала молодым режиссером Фатимы Зулоевой, которая является выпускницей Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Не так давно в Доме кино прошла премьера ее дипломной работы «Завтра будет завтра», а на днях завершились съемки фильма Ангелины Битаровой «Выжить нельзя погибнуть». Сейчас идет такой подъем кинематографа в Осетии. Если в какое-то время, вот годиков 5-6 назад, вообще, сказать, как-то все было в забытье, да, а сейчас молодые очень сильно подтягиваются, и я не могу сказать, что кино сейчас стало модным. А люди, видимо, почувствовали, что, сказать, кинематограф очень много дает для раскрытия, сказать, твоих творческих возможностей и так далее и тому подобное. Тем более у нас на Кавказе. У нас такая богатая тематика, понимаете, что потом фактура какая у нас. Горы, пейзажи, это все остальное. Почему-то другие сюда приезжают и снимают. Не так давно здесь, в Северной Осетии, снимала свой новый фильм под кодовым названием «Мизур» одна из учениц Александра Сакурова, молодой режиссер Кира Коваленко. И это вовсе не удивительно, ведь для киносъемок здесь есть все. Уникальные горные пейзажи, невероятной красоты ущелья, леса и, конечно, национальный колорит. Кроме того, что Северный Кавказ часто становится площадкой для приезжих столичных режиссеров, свои местные фильмы здесь, пусть редко, но все же снимаются. Разница лишь в том, что раньше кинопроизводство финансировалось государством, и фильмы создавались с учетом госзаказа. Сейчас же в большей степени это частная инициатива, и режиссеру, как правило, приходится побороться за право реализовать свой проект, искать инвесторов и спонсоров. Также в этот четверг, 29 августа в 18:10 смотрите на нашем канале премьеру первой части трилогии «Долг чести. Кровник», снятую по собственной инициативе молодым режиссером Заурбеком Багиевым. Мы не до такой степени, сказать, можем сказать, что не можем сегодня снимать. Мастера готовы даже сегодня. Им по 70 лет, но они готовы, кстати говоря, они молодым помогают. И если студия заработает, мастера могут, а молодые придут, то в этом что-то есть, понимаете? Вот как я пришел в свое время на киностудию, Северокавказскую студию кинохроники, и с такими асами, я на них вот так смотрел, знаете, так, вот так, каждый кадр там рассматривал. Северная Осетия – край кинематографичный и часто становится съемочной площадкой для приезжих режиссеров. В 2012-м Джаник Файзиев снимал в Осетии свой «Август 8-го», а в 2017-м в Дегорье проходили съемки телевизионного сериала «Операция Мухаббат». И это далеко не все.
Но у нас есть и свои собственные богатые традиции в кино. И сегодня опытные специалисты старой школы работают бок о бок с молодыми и амбициозными режиссерами, которые горят желанием создавать новое. А значит, будущее у остинского кинематографа определенно есть.